Домбожат Циликов, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 12. Монастырь Брайбун. Часть 53. 14 января 1901 года мне пришлось видеть в Брайбуне первую репетицию выезда администрации Лхасского Манлама, о котором упомянуто выше. Утром все должностные лица в лучших парадных нарядах идут в соборный храм. Здесь, после окончания утреннего богослужения, все 21 гаик собираются к дверям храма и становятся в кучу, согнувшись в пояс. Тогда у дверей появляется шиннер, заведующий ими во время манлама, и говорит сагдам, в котором излагает правила управления манламом и полицейской службы. Речь длилась недолго. После нее все они во главе с 2 шамо и 2 их помощниками направились за монастырь, где были поданы хорошо убранные лошади. Сев на коих, они отправились на поклонение Наэчуну. Впереди несли 4 деревца с привязанными к ним изображениями лунда, то есть воздушных лошадей, служащих символом подъема энергии и счастья. Говорят, что они совершают подобные поездки ко всем главным чойджонам, то есть Наэчуну, Гадону и Дамме. 20 января 1901 года. Сегодня я присутствовал при угощении одним моим земляком, бурятским ламой, духовенства Дацана Гоман. Дело в том, что он, желая достигнуть звания Габджу, дал хамбо гоманского дацана 10 ланов местных монет. Последний, приняв эти деньги, 14 сего января изъявил согласие в выдаче ему хадака, который он положил ему на шею во время его подхода под благословение. Кандидат на звание Габджу уже давно заготовлял продукты, необходимые на угощение монахов, которые ему назначили на сегодня. Лишь только хамба официально выразил согласие, к ламе стали стекаться его знакомые, поздравляя и принося монеты на вспомоществование для предстоящих расходов. Большинство знакомых вносили по 2 монеты, это 40 копеек. Каковая сумма, впрочем, целиком уходит на угощение в течение 2 дней самих же жертвователей. Гораздо больших расходов требует угощение всех монахов своего факультета, коих в данном случае было около 200 человек. Это Таманский факультет. Накануне дня угощения в доме Мицана собираются его члены. Все они в этот и следующий день угощались наилучшими по местным взглядам кушаниями, которые изготовляются и подаются младшими монахами. Под вечер из Мицана были снаряжены несколько человек в кухню гоманского дацана для наблюдения за приготовлением завтрашнего донго, раздачи обеда, что весьма необходимо ввиду любви к воровству всякой вообще тибетской прислуги. Еще с вечера начинают они наполнять водой общий медный котел, один на все 2000 душ, а затем всыпают в него рис. Предварительно разваривается один только рис, причем то и дело он размешивается лопатами. Затем в эту кашу кладут изрезанную на мелкие куски говядину. Сюда же кладут изюму и сахарного песку. Когда же каша достаточно готова, уже под утро кладут туда масло в очень большом количестве. Ради того, чтобы оно распределилось поровну по всей каше,
начинается самое усердие, беспрестанное мешание ее сменами по 4 человека. Двое из них водружают лопату до самого дна котла, а двое тащут за веревку, привязанную к лопате. Этим способом достигается наилучшее качество каши, которая должна быть как можно гуще, притом сладко и достаточно промасленно. Если этих качеств нет, то говорят, что угощающему грозит несчастье, не говоря уже о том, как ответственен бывает и у нас повар за неудачное приготовление званого обеда. Поэтому каждый угощающий прилагает все усилия пригласить преданных себе наблюдателей и задобрить кухонную прислугу хотя бы обещанием дать наводку – чанрин. Утром дня угощения в Дацане после шогачера духовенство Дацана призывается особыми ударами в гонг, по-тибетски харна, по которым монахи узнают, что сегодня есть угощение. Это угощение так привлекает их, что туда плетутся едва передвигающие ноги старцы и едва заметные в толпе малыши. В этот день на долю администрации Дацана выпадает неимоверно много хлопот, чтобы рассадить многочисленное духовенство по местам. В дело пускаются плети и палки, которыми только и удается водворить порядок. Когда все займут места, начинается чтение молитв, во время которого дважды приносят чай и разливают всем духовным. Во время второго чая происходит так называемый баекор, то есть обход с курительными свечами. Является от дверей камцанский гырган той общины, которой принадлежит Новый Габджу, имея в правой руке пачку зажженных свечей, а в левой – положенную на плечо длинную стрелу, на верхнем конце которой сделаны 5 выступов – ушки. Срединные повыше, а боковые пониже. Они изображают собой царственную гору Сумеру и 4 мира, окружающих ее. На них укреплены шарики, сделанные из белой ваты. Угощающий идет за гергеном и также несет пачку свеч. Обойдя некоторые центральные ряды, они удаляются. Вслед за сим однокрустники Габджу, идя длинной вереницей, подносят хамбо, сидящему на своем главном месте, разные вещи, изображения Будды, различную одежду и тому прочее. Вещи эти запасены для этой церемонии Дацаном и отпускаются на прокат за плату около 1 рубля 20 копеек на наши деньги. Едва окончилась эта церемония, как вдруг из разных мест поднялись и торопливо побежали молодые монахи на кухню. Спустя немного они стали вбегать, имея в левой руке деревянный кувшин с кашей, а в правой небольшой железный ковшик. Когда они бегом вплотную друг за дружкой пошли в промежутки центральных рядов, то их выстроили еще теснее. По данному знаку они начали одновременно раскладывать кашу в подставляемые чашки монахов. Кладут столько, сколько может удержаться в чашке. Гыской и его помощники строго следят за тем, чтобы не было злоупотреблений, обиды из-за личной вражды и слишком щедрого снабжения из-за дружбы или заранее составленного плана сообщнического воровства. Раздача каши производится очень быстро, и все угощение оканчивается в течение не более 1,5 часов. Когда благополучно пройдет это угощение нового ученого, ему остается проделать церемонию диспута. Каждый год назначаются только 2 диспута, по 2 человека в каждом. Вследствие этого, при накоплении значительного числа желающих получить степень габджу, приходится ждать диспута иногда более года. Конец 53 части. Далее следует глава 13. Монастырь
Сейра.